Дорогие братья и сестры, свобода и независимость для народа Абхазии – это высшая ценность, которая была защищена многочисленными человеческими жертвами. После судьбоносной победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов вплоть до 2008 года люди преодолели череду потрясений. От экономической блокады со стороны всех стран мира до диверсионных атак наемных террористических групп. Только одна страна мира, Россия, с приходом к власти Владимира Путина протянула руку помощи, взяв жителей Абхазии под защиту, предоставив возможность всем желающим получить российское гражданство, а вместе с этим и все социальные, медицинские и экономические льготы. Это позволило народу Абхазии укрепиться и продолжить путь к построению суверенного государства. Так, 26 августа 2008 года Республика Абхазия обрела долгожданное признание суверенитета со стороны великой страны Российской Федерации. Несмотря на то, что руководство России допускало, что после признания суверенитета Абхазии в отношении нее могут быть введены экономические и политические санкции, тем не менее приняло решение признать историческое право народа Абхазии на самоопределение. С того момента Абхазия перешла в совершенно иное международное измерение. Судьба страны поделилась на период до и после признания. Самое главное, что принесло эпохальное признание АПСН Россией, это надежная безопасность народа и особая возможность строить лучшее будущее для своих детей, вести активную работу по восстановлению экономики, инфраструктуры, развитию системы здравоохранения, образования, расширения международных связей. Во всех этих и многих других сферах государственного строительства фундаментальную, системную и безвозмездную финансовую помощь Абхазии оказывает Россия. Более того, Россия взяла на себя существенные социальные обязательства абхазского государства, связанные с выплатой пенсий, доплатой ряду категорий госслужащих, учителям, правоохранителям, силовикам. Россия, являясь гарантом безопасности Абхазии, выделяет внушительные финансовые средства на усиление обороноспособности абхазской армии, надежно защищая таким образом от реваншистских настроений грузинских политиков, поддерживаемых коллективным Западом. Россия заинтересована в том, чтобы Абхазия состоялась как государство. Сохранился самобытный народ со своей богатой культурой, языком и традициями. Как сказал Владимир Путин в ходе визита в Сухум в 2009 году, российско-абхазские отношения не только значимы для независимости и суверенитета Абхазии, но также и для сохранения абхазского этноса. Уважаемые соотечественники, прошло 14 лет со дня дипломатического признания Республики Абхазия Российской Федерацией. Это небольшой с точки зрения истории срок, но достаточный для жизни одного человека, целой семьи, чтобы подвести промежуточные итоги, проанализировать накопленные вопросы и быть уверенным, что Россия в качестве надежного союзника Абхазии – это возможность сплочения абхазо-абазинского народа вокруг перспективы новой истории единения, которую мы вместе можем написать своими делами. В российско-абхазских отношениях накопились вопросы, остро обсуждаемые в абхазском обществе, связанные с добычей нефти, продажей недвижимости иностранным гражданам, энергетической отраслью,
передачей в пользование территории госдачи в Пицунде Федеральной службе охраны России и другие актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия. Убежден, все эти вопросы, требующие взаимного доверия сторон и эффективных решений, необходимо открыто обсуждать с абхазским обществом среди экспертов соответствующих отраслей, общественных и политических деятелей. Таким образом, получится достичь компромисса по важным для абхазского общества темам и принять взаимовыгодные решения по долгосрочному плановому развитию российско-абхазских отношений и Абхазии в целом как суверенного государства в едином с Россией социокультурном, инфраструктурном и экономическом пространстве. Хочу еще раз подчеркнуть, что абхазо-абазинский народ благодарен России за всестороннюю помощь, которая ценится еще больше и особо чувствуется в условиях затяжного мирового экономического и геополитического кризиса. Поздравляю абхазо-абазинский народ, всех жителей Апсны с Днем признания России, с Днем международного признания Республики Абхазия. Желаю благополучия и процветания нашей любимой Апсны.